Исследовать проблему Аибги мы решили в самом селе, поэтому, не откладывая, собрались в дорогу. Путь был непростым, и нашу съемочную группу сопровождали опытные проводники из Гагарского лесничества. Поехал в горный поселок и депутат Народного собрания Левон Галустян. Первая остановка была на Бзыбе, в дирекции Гагарского лесхоза. Здесь предупредили, что дорога на Аибгу сложная. Ее когда-то буквально вручную проложили работники предприятия по прямому приказу президента Ардзинба. Тогда решение было продиктовано двумя обстоятельствами: из-за хищнической вырубки леса на Аибге и полного отсутствия абхазского влияния на эту территорию. Он дал задачу послать людей, уточнить, что там происходит, и как можно быстрее начать строить дорогу лесовозную, под видом лесовозной, чтобы мы не потеряли Аибгу. Дороги в Аибгу в советское время проходили через территорию Российской Федерации. После 1992-1993 года нас туда уже не пропускали в Российской Федерации, мы не контролировали эту часть нашей территории. Где-то год у нас ушло на то, чтобы реконструировку, дорогу проложить, откуда пойти, как сделать. Весь этот период 2-3 раза только нам удалось послать туда лесников, чтобы посмотреть. На самом деле там шла заготовка дуба российскими заготовителями. Вот оно вывозилось в сторону России через тот деревянный мост, который существовал. Вот, и в 2001 году мы начали строить дорогу. В плане, как сейчас говорят, интеграции Аибги в Абхазию, строительство дороги – большой прорыв. В нее никто не верил. По словам непосредственных участников строительства, россияне были очень удивлены, когда пусть несовершенная, пусть очень непростая, но связь с Аибгой у Абхазии появилась. Затратив 300 килограмм взрывчатки и около 16 миллионов рублей, строители достигли своей цели. В течение 2-2,5 лет мы вышли туда, в сторону Аибги, соединились с центральной дорогой и вышли и на поселок, и на эту территорию. В 2004 году мы уже выставили там кордоны, выставили там охрану. За это время нам удалось полностью восстановить контроль над этой территорией. И в сущности тогда не возникало никаких вопросов. Это население полностью сотрудничало с нами. Некоторые даже работали у нас. Мы сделали жителей этого села лесником той части леса, которая находилась у них. Он получал зарплату. Мы отремонтировали дорогу, которая шла от моста туда в поселок. Специалисты утверждают, если Абхазия хочет усилить свое присутствие на Аибге, надо создавать коммуникации и прежде всего построить дорогу безопасную и удобную. Уже подсчитано, что на это потребуется около 20 миллионов рублей. Дорога, утверждают они, окупит себя теми запасами природных ресурсов, которые есть на Аибге. Ведь кроме древесины здесь можно добывать гранит, габродиабаз и другие природные ископаемые. Пока же путешественникам приходится испытывать на себе все прелести передвижения по горной трассе. Кстати, журналисты по этой дороге едут впервые. Дорога на Аибгу не из приятных, но это единственная дорога, которая соединяет поселок с республикой. Лучше бы ее сделали, потому что жители села так и останутся навсегда отрезанными от Абхазии. Впрочем, несмотря ни на что, мы уверенно и довольно быстро продвигались по направлению к Аибге. Взгляду представали удивительные красоты картины. Горные пейзажи, которые случается увидеть не каждый день. В дороге мы делали остановки, чтобы посмотреть на глубокое ущелье и побывать на так называемом целлофаннике. Когда-то здесь было место прибежища охотников. Вот то место, что заснеженное, видим, вот эти сопки. Вот это место, где проводилась Олимпиада. Это самый пик, да? Вот это самый пик, да, самый пик дороги. Сейчас пойдем на низ, столько же будем спускаться, сколько и поднимались. Было около часа дня, когда мы сделали еще одну остановку. На погранзаставе у въезда в Аибгу нас встретили абхазские пограничники. За моей спиной находится погранзастава, где несут службу абхазские пограничники. Вот уже 5 лет они охраняют границы нашей родины. Службу абхазские пограничники несут исправно, на бытовые и прочие сложности не жалуются. Наоборот, говорят о братстве и сплоченности. Приятно самому находиться в таких местах. На самом деле приятно в кругу своих друзей, близких. Сплоченно, все вместе, горжа, это очень приятно. Наверное, стоит гордиться этим. Чувствовалось, что бойцы действительно связаны крепкой дружбой, что они полностью понимают цель своего здесь пребывания и ответственно относятся к своим задачам. Задача проверять машины, пропускать по пропускам. В основном местные жители поднимаются
И наши тоже поднимаются. Посмотреть природу, отдохнуть, да. А часто начальство наведывается? Да, очень часто. Постоянно поднимаются. А ты откуда сам? Я сам с Вицунды, с города Вицунды, Алахадзе. Кто у вас дома остался? Дома матушка, супруга, братья, сестры дома. Уходим на увольнение, достаточно времени у нас, чтобы с одними увидеться, пообщаться. И что бы ты хотел изменить? Может? Ну, знаете, как скажу, вот в принципе здесь все нормально, все на должном, все нравится. Вот единственное, что вот дорога, вот трудновато подниматься, а так, в принципе, все хорошо, все устраивает. Как бы оно ни было, мы будем стараться все улучшать. Вот так вот. В скором времени у пограничников появится новый флагшток. Старый оставляет желать лучшего. Пограничники, как и все, служат 1,5 года. Каждые 20 дней увольнение домой. Только идти долго. Путь зачастую солдаты проделывают пешком. Но как только выпадает снег, все передвижения практически прекращаются. Пограничники оказываются отрезанными от большой земли. Отсюда с погранзаставы хорошо просматривается и российская сторона. Российских пограничников мы не увидели, но, по словам абхазских бойцов, на бытовом уровне с ними сложились нормальные взаимоотношения. В рабочем плане установлен список людей. В основном это местные жители, пограничники, сотрудники лесхоза, которые имеют право переходить границу на этом участке. Тем временем мы подъехали к Аибге. У поселка давняя история. Он был одним из центров исторической области Абхазии, Псхуаибга. По одной из версий, принадлежал когда-то абхазским князьям Амаршан. После Кавказской войны здесь было основано российское поселение выходцами из Могилевской области. Местные встретили нас настороженно. Слово за слово мы разговорили с пожилой женщиной о том, как живется им здесь. Конечно, тяжело. Что там говорить, деревня. Но мы привыкли. Да, все нормально, вот дорогу-то. Ну, уже дорогу нам пообещали, мост. Вот, мост аварийный был. Это ужасно, вы не представляете. Вот стою, смотрю, дети едут, не едут, внуки едут, не едут. Везут же продукты, магазин же нет. Продукты с города. Пуговица нужна из города. Договорить нам не дали. В разговор вмешался местный житель, как мы впоследствии узнали от наших пограничников, со скандальной репутацией. Первая же его фраза буквально огорошила нас. Абхазия сюда прут, что-то добиваются. Зачем они добиваются? Зачем? Почему я не еду в Абхазию, ничего не добиваюсь? Абхазские пограничники меня контролируют, шмонают. Не пустили в свое время ветеринаров. Пропали животные. Какие претензии сейчас я могу им предъявить? Какие? Да надо просто вам отсюда уйти и больше здесь не быть, понимаете? Почему мы, россияне, вам там в Абхазии не командуем, никаких мероприятий не проводим? Почему? Я вам советую, уезжайте, никогда сюда не приезжайте. Никогда. Впрочем, в таком же роде высказывались и остальные жители. И только вмешательство депутата парламента Левона Галустяна смогло переломить ситуацию. Мы живем в одной стране, в одной республике. И название этой республики Абхазия. Да. А мы у себя находимся. Нет. Да. Тут пожизненно была Россия. Да, ну бросьте вы. Да, вон на кладбище пойди посмотри. Ой, вы знаете... Есть там хоть один армянин, есть там хоть один грузин, есть там хоть один чечен. Вот кладбище. Ты на кладбище приезжай, посмотри. Вы знаете, на Псху то же самое, да. Но никто даже там не имеет права сказать об этом. Но вы это говорите. И Аибга тоже. Анатолий Николаевич, вы лукавите. Не хотим с вами припираться на самом деле. Мы находимся в центре села Аибга. Позади нас идет разговор между пограничниками и местными жителями, и теми людьми, которые нас сюда провели, нашими проводниками. Разговор не очень приятный. Хотелось бы, чтобы все-таки диалог наладился, и местные жители все-таки перешли на нашу сторону. Пока народ спорил, мы осмотрели село. Здесь не более 2 десятков домов, раскиданных на небольшом расстоянии друг от друга. Жители поселка, это около 25 человек, занимаются пчеловодством, имеют довольно обширные пасеки. Горный мед ценится, поэтому народ здесь не бедствует. Летом к местным приезжают на отдых дети и внуки. Кстати, обо всем этом мы узнали из почти дружеской беседы за столом, куда нас все-таки пригласили. Не так давно, буквально в воскресенье, в эфир вышел телеканал «Россия» репортаж из Абхазии, да. И там Валерий Борисович Абицба, наш главный винодел, главный технолог Сухумского винзавода, провозглашает тост
сказал за «Да здравствует Россия, да здравствует Абхазия». Так что за это я и хочу выпить. За дружбу двух государств, за дружбу двух народов. Всех вам благ. Мы Спасибо согласны. вам большое. Сегодня у жителей Аибги есть внутренние российские паспорта. Место регистрации поселок Аибга, Адлерский район. Внимание со стороны властей Краснодарского края к этому месту далеко не случайно. По мнению экспертов, вопрос принадлежности поселка к России, а значит и природных богатств этих мест, лоббируется сочинскими бизнесменами. Назывались даже несколько фамилий предпринимателей. Как бы то ни было, в Абхазии отдают себе об этом отчет. Белла Кварча, Эдуард Аракелян, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.